Во-первых, всем спасибо за поздравления. Я еще сам забыл сказать. Вот Инусь у меня наградили его наградой республики, да? А у него есть еще награда, не знаю почему. У него есть медаль за Эверест. А, принесли? Где медаль? Понимаете, вот с утра я ему говорю. Я говорю, красивая медаль за Эверест, которую он заслужил за работу. Вот это горе. Где? Медаль потом покажу. Ну, всем здравствуйте, всем спасибо. Не ожидал, что вот так тепло встретите. Всем организаторам спасибо, кто поздравлял, спасибо. На вершине, конечно, очень, помимо физической подготовки, очень важна и духовная, вот, поздравления и все слова поддержки. Якутян и всех, кто поддерживал, очень помогало, потому что на вершине, очень, как сказать, сложно физически и духовно. Там словами не объяснить, да? Да. Не пальцы, они, расскажу сразу, да. Непальцы очень искренние люди, и на вершине работает только, по их словам, шерпы умеют работать. Остальные народности затрудняются или не пускают, я не знаю. В общем, работают только шерпы, да. Выше 5200, выше работают только они. И подниматься, свои ощущения, если рассказать, подниматься до 8000, грубо сказать, нормально. Человек ощущает себя хорошо, а после 8 уже начинаются трудности. Трудности в том смысле, что вот там действительно не хватает кислорода, и постоянно находишься в кислородной маске. Это не означает, что ты дышишь как здесь, да? А там этого кислорода все равно не хватает. Вот ты с собой берешь кислородную, Кислородный баллон. да, кислородный баллон, но все равно кислороду вроде бы и не хватает. Организм, он сам знает, да, сколько кислорода ему надо, вроде как будто хватает, ты дышишь, но в то же время очень сильно устает организм. А ты измерял, да? Не восстанавливается. Кислород измерял? Сколько процентов было? Пока не спрашивай. Сейчас не делаю. Кислород не меняли, не измеряли, потому что вот там наверху не до этого. Вообще, если выше 8000 подниматься, да, то все становится второстепенно. Например, деньги, еда, там, все остальное становится, неважно. Самая главная задача подняться до вершины и спуститься. Спуститься не до 8000, а сразу надо спускаться до 6400 тысяч. Потому что 8000, 7000, вот там организм не восстанавливается, а наоборот, с каждым часом, с каждой минутой она только устает. Вот это ощущение усталости тоже очень непривычное. Но говорят, если второй раз идешь, то она более мягко. Ты устаешь, но ты уже понимаешь, что
ты понимаешь, сколько у тебя есть, остается сил, энергии, чтобы дальше идти. Ну, и сейчас я предлагаю посмотреть видео и комментарии. Ну и можете задавать вопросы потом. Вот это Катманду, как я приехал, спереди сидит Пасарнама, мой гид. Вот это уже мы приехали в Луку, идем на Чебазар. Спереди, вот, спереди идет Пасарнама. Он 30-кратный восходитель на 8000-ник. Да, очень опытный человек. Сам по национальности шерп. Но с ним очень легко было, потому что он уже практически все знал. Единственное, что он по-русски не говорит плохо, по-английски. Мы идем сейчас вот, с 2000, Лук на сама где-то 2000 метров высотой. Аэропорт. Да, аэропорт. Вот это яки, они тащат груз наверх до 5000 метров. Но груз держит они около 50 килограмм. Но яки очень похожи на наших коров. Я подумал, что наши коровы тоже так может быть. Подголоски, да, особенно? Очень они похожи на коров. Ну, они так идут до вершины вот так. Вот. Это уже выше 3000 метров, они с собой уже несут стена. Потому что выше 4000 уже добывают, ну, практически нам нету сена. Вот, да, это тренировки. Но тренировки обязательная программа, потому что выше, на вершине, практически ты уже один сам должен все делать. Отлично настроение. Это наши гиды. Сейчас вот Жума. Да, первая наша группа это 6 человек. Мы должны подняться на гору Далучи. 6119 метров. Да, гиды всему обучают. Это, вот, этому обучению они придали целый день. Работа со снаряжениями, как спускаться, как подниматься. Но оказывается в Непале вот своя техника, как спускаться. Они практически не используют как обычные восьмерки. Но они не используют восьмерки, потому что там очень много людей, и они карабинами просто держатся и спускаются. И в одной веревке может быть даже по 20, по 30 человек. Это Оксана, наш руководитель команды. Но Оксана сейчас сама не ходит на горы, она по базовым лагерям и по рации общается с гидами. Это Жума. Ну, Жума используется выше 8000, только идешь на Жумане, там оказывается очень круто. Нету вообще пологих мест, где можно отдохнуть. Только Жума. А это я встретил своих землячек. Они идут на трек
Базовый лагерь 5200 метров. Мы как раз вот на треке вообще встретились посередине пути. Да, очень обрадовались. Не каждый день там земляков встречаешь. Женя, а Сахалин собрал константин для Сахалова? Тут нам в Инстаграме сначала переписались, они написали сначала в Телеграме, да, и там состыковались в кафешке, встретились. Это после Лабучей, горы Лабуча. Ну, гора Лабуча тоже смотрите, а так наряжки вышли. И, наверное, вышли как раз в 8 часов. И вышли как раз солнышко очень красиво. Как работа наших гидов? Ну, гидов вообще прекрасно, да. Еще понимаете, еще работает. Ну да. Я вот побежал еду чайку. Спасибо Оксане, что вот организовал такое мероприятие. Спасибо большое, Евгений. Очень доволен. Евгений был не только первый Югу, он еще из нашей группы первый поднялся, правильно? Да, поднялся. Ну вот. Так что поздравления Евгению. А это гора Калапандар, 5000 с чем-то метров. Я за 2 часа поднялся во время обеда. Через час после этого снег пошел. Ну, Калапандар тоже Калапандар простая, там трек 2-3 часа, ну, час, 2 часа наверх, час обратно. Следующее. Вот это мы после Калапандара на следующий день пошли в базовый лагерь. Базовый лагерь это 5200 метров, где самое много туристов туда ходит, потому что это самая простая, не то что простая, а где есть тропа обычному человеку. Вот это третий лагерь, кухня. Да, каждый день кормили нас всякой разной едой, но они стараются кухню под русскую кухню. У них вообще в Непале очень своеобразная кухня, много перца, рис. Вот это базовый лагерь. Базовый лагерь Эвереста. Базовый лагерь Эвереста это очень большая деревня, палаточная деревня. Вот здесь живет где-то 3000, плюс-минус 3000 человек. Отсюда все начинается. Вот наша кухня большая. Здесь сотовая связь. Что меня удивило, здесь сотовая связь очень дорогая. 10 гигабайт интернета стоит $200. Да, очень дорого. Ледопад Хумбу. Вот ледопад Хумбу, самое опасное место. Вот на ледопаде перед нами 3 человека провалилось, говорили, в трещину.
Да, это Эверест. 8800. Здесь 3000 метров отсюда еще осталось. Ну, 3000 метров это самое сложное. Это утром в 6 часов солнце вот так выходит. Это уже утром портеры или кто-то там на третий лагерь заброску делают по ледопаду Хумбу. Наша фирма, чтобы минимизировать минимизировать безопасность, по Хумбу мы прошли только вот наверх и вниз. Остальные фирмы 4 раза, 2 раза наверх, 2 раза вниз, потому что некоторые ночуют на 6, на втором, на первом, на втором и на третьем лагере, оказывается, и спускаются вниз. У нас другая климатизация была, поэтому мы туда не ходили. Ну, мы по низу только иногда ходили, и все. У нас акклиматизация проходила напротив, гора до 6000 только. Это низ ледника Хумбу, она вот такая. Там наверху, на леднике, вот здесь внизу, вот такая морена камнями, здесь трещин нету. Вот там выше поднимаешься, где-то 2 часа наверх идешь, и вот там сразу начинаются провалы. Провалы где-то метров 50, метров 100, наверное, там такие трещины большие. Вот это Буджа. Перед восхождением один раз в базовом лагере делают обязательно буджу, так как непальцы очень суеверные. Вообще не очень, даже супер суеверные, потому что гора очень много зависит от природы, поэтому они поклоняются горам. Еще лучше. Вот примерно. Вот здесь я повторил презентацию. У нас рассмотрение очень длинное. Не надо вставать, если встанешь уже 2-3 дня надо отдыхать. Поэтому вот с 5000 до 6000 я где-то 6 или 7 раз поднимался. И там, по-моему, уже 2 недели жили, в базовом лагере, примерно так. Да, некоторые там писали, очень спешили, когда, наверное. А на самом деле, вот акклиматизация очень важна. Без акклиматизации наверху шансов зайти очень маленькие. Поэтому наша задача была максимально акклиматизироваться в базовом лагере. вот там. Но в самом конце уже в базовом лагере, как я вот здесь чувствовал себя. Очень хорошо. После обеда почти каждый день снег. Утром такая. И в базовом лагере очень важно не заболеть. Если заболеешь, то уже надо спуститься вниз для лечения, потому что
5000 метров очень сложно, говорят, вылечиться. Например, от простуды, от кашля. Туда, если хорошая погода, только надо идти, потому что в ветреную погоду опасно простудиться. Если ты простудишься, уже 2-3 дня надо отдыхать. Да, и вообще здесь очень опасно заболеть. Но мне кажется, еще мне помогло закаление. Я купался минус 50 градусов в Ваймиконе, в проруби. Вот это, я считаю, помогло. Еще минус 50, если на улице ходить, то по ощущениям, по ощущениям тоже, когда нехватка кислорода, вот, минус 50 ходишь, тогда тоже как будто нехватка кислорода, более-менее похоже. Как у себя дома, короче, да? Но мне комфортно было, очень комфортно было в базовом лагере. Явно хорошо. Многие люди, они до базового лагеря поднимаются и спускаются вниз для отдыха. Потом несколько раз туда-сюда ходят. У всех разные подходы к акклиматизации. Базового лагеря где-то за 2 часа подняться. Это 6000 метров, где-то высота Эльбруса, я сейчас нахожусь. Здесь очень много иностранцев, там, американцы, китайцы, весь мир вот здесь. Вот такие палатки. Это после снега бывают вот такие лавины по бокам. Но это где крутой склон, в крутых склонах бывают лавины. А так, где тропы, вот там я не видел лавин. Но говорят, где тропы, не видел. Вертолеты вообще летают каждые 10 минут. Вертолет обычно возят, вот до 5000 разрешается людям на вертолете прилететь, а выше 5000 уже не разрешается. Там уже пешком обязательно надо. Или спасательные работы. Спасательные работы до 6000, по-моему. 6500 делают. Спасательные работы практически каждый день проводятся. Очень много людей, кто болеет, то что-то случается. Я вот так, говорят, видишь, через 2-3 дня тоже снег обещают. Сейчас не решают. В общем, план такой, если нормальная погода, там все нормально, идем на первый лагерь, поднимаемся, ночуем, потом поднимаемся на второй лагерь, там 2-3 дня ночуем. А здесь собираемся наверх машины. Но пока
6-7 дней, по-моему. Уже эти дни рассчитывают что-то. Вообще выше 5000 уже, если поднялся выше 5000, уже обратного пути нету. Потому что выше 5000 начинается первый лагерь, 6500 второй лагерь, 7 третий лагерь, 8 четвертый лагерь. Если подняться на первый лагерь, после первого, второй, третий, и там уже ты пользуешься кислородом. Если начал пользоваться кислородом, уже обратного пути нет, только до вершины. Потому что если обратно спустишься, уже на второй подъем кислорода не хватит. А так у нас было 7 кислородов, ну, 6 и 1 запасной. Это моя палатка в базовом лагере. Базовый лагерь довольно комфортный. Сейчас я буду показывать снаряжение. Это пуховая куртка, фонарик, селфи-палка, вот это ледоруб лежит, это тонкая пуховка лежит, носки. Вот здесь я жил где-то 2 или 3 недели в базовом лагере. А это базовый лагерь в общем. Это все есть в моем телеграм-канале. Базовый лагерь очень большой. Да. Целый день можно там гулять. Везде висят, вот как у нас солома, у них флажки. Ну они, вот непальцы, очень много, очень верят всякие иероглифы. Вот в этих флажках написаны молитвы и иероглифы. Манускрипты. Да, манускрипты. Они говорят, что манускрипты приносят удачу и вообще помогают в жизни там. Это как наши алгоритмы. Да, наши, как наши. Ну, у нас слова алкость, да? Мы говорим слова, у них вот символы какие-то. Она как у них тоже есть верхние силы. Вот синие флажки. Обязательно все должно начинаться с синих флажков. Синий флажок должен быть наверху, потому что это синее обозначает у них как верхние силы. Да. Вот здесь в базовом лагере очень много фильмов всяких разных, непальских, там, китайских, американских. Все. Весь мир вот сюда приходит и все хотят подняться на крышу мира. Говорили, 500 человек подало заявку, чтобы подняться. 500 человек, где-то 3000 человек обслуживает. Ну, для обслуживания, на самом деле, очень много людей требуется. Вот привезти груз, например, подготовить еду каждый день. С утра до вечера
В базовый лагерь еще вот приходят обычные трекинги. Каждый день приходят по 1000 человек, наверное. Приходят и приходят. Это сейчас снаряжение. Ну, мое снаряжение, некоторые там, вот там лежит ботинки, варежки. Вот это кошки. Но это самое необходимое. Вот это снаряжение я все купил в Непале. Качеством доволен, да? Это качество нормальное. Ну, для меня качество большой роли не играло, потому что они сказали, качество подходит для восхождения. Так, повседневно пользоваться, конечно, некоторые есть, которые, например, пуховка и спальник, они шьют в Непале сами. Конечно, качество не такое уж хорошее, но для восхождения подходит. Самое главное теплое. А так, самый минус это пух она Лезет. пух улетает. Весь пух становишься. Ну, ботинки я купил бушные, ну почти новые. Мне как показалось, они почти новые. Вдвое дешевле стоит. Например, если на рубли 35 тысяч, по-моему, стоит. А так в интернете где-то 100 тысяч стоит. Это пуховые штаны. Это шарфик. Шарфик это для батарейки, оказывается, сразу замерзают. Я новые батарейки купил для восхождения. И они в самом верху уже сели. Да. Один раз. Сразу надо вот в такое положение. Как раз я был на вершине, и мой фонарик сел, грубо говоря. С собой Тема состязательна. Витамины. Сначала я пил витамины, потом наверху уже как-то перестал пить. Очки обязательно. Очки надо иметь 2 пары. Обязательно. Фонарик. Вот такой фонарик. 4 пальчика батарейки. Вот такой баул обязательно, чтобы портеры таскали. В общем, у меня по весу вот, 30 килограмм сумки и 10 килограмм, ну, около 10 килограмм где-то рюкзак свой. Это запасные. 3 спальника, ну, один лишний был, второй спальник запасной.
наверху очень большое значение имеет спальный мешок. Потому что если плохой спальник, то ты не сможешь спать. Ну, плохо будешь спать. Будет очень холодно. Если нормальный спальник, то хорошо будешь спать. И отдыхать будешь. Два спальника. Да. Если, многие люди, у меня вот напарник, это Костя, он говорил, что очень плохо спит и мучается. Да. Если не досып, то проблемы. Большое значение имеет сон и еда. Тапочки были, но я тапочки наверху ни разу не одел. Этот поэтому тоже они чуть-чуть подзарядил и старый тоже не пользовался. У них есть генераторы. Это уже мы идем со второго лагеря на третий. Вот здесь, вот отсюда начинается все. Здесь уже одеваешь кислород. Но я думал, что если один кислород, будет все нормально. Но на самом деле кислород дали, но в кислороде тоже очень сложно идти. Потому что не хватает кислорода. Это самый опасный участок Кумбу. Лестница. 4 лестницы привязанные. Там внизу обрыв где-то метров 30-50. Но здесь уже, как говорится, глаза боятся, а руки-ноги делают. В этом году, говорят, мало лестниц было, но где-то 4 маленькие лестницы были. А в прошлом году побольше лестниц было, говорят. Это камни летят. Это со второго третий лагерь идет. Вроде кажется, все близко находится, а на самом деле, когда идешь, очень весь целый день идешь. Вот это третий лагерь. Вот такие палатки некоторые лежат, разорванные ветром. Это уже третий лагерь. Это утром переночевали в третьем лагере. Вот оказывается, вот такие палатки, маленькие фирмы делают в аренду у других фирм. Наверху вообще каждый вес дорог, поэтому наверху уже начинает экономить во всем. Некоторые палатки одалживают, иногда свои палатки там другие одалживают. Вот все уже совместно. Вот здесь уже все совместно начинают работать.
утром в 3 часа утра собираемся и идем в 4-й лагерь. Вот, на 4-м лагере я шел вообще спокойно там. Ну, одышка была, но усталости практически не было усталости. Вот и уже Эверест стоит. Вот здесь Эверест уже осталось где-то 1500 метров. Здесь отсюда уже кажется, ну, примерно остается как гора, подняться на гору Афродита. Это утро. Отсюда, да, здесь камни падают. Это уже 4-й лагерь. 4-й лагерь. Ну сейчас пока людей здесь мало, ладно, говорят, еще больше бывает. Это уже 8000. Здесь очень опасно находиться. Без кислорода практически здесь не выжить. Да, газовый баллон у меня вот заканчивается. Сейчас будут менять меня. Вот до 4-го лагеря я потратил 2 баллона. Вот, до 8000 вот здесь очень, ну, более-менее комфортно. Вот использовал баллоны, собираю и там потихоньку спускаю вниз. Да, маски спишь. Но в 4-м лагере мы не смогли спать. Утром и 7 часов вечера уже наверх пошли. Вот вершина там, Эвереста. Это гора Лхотсе, 8 с чем-то тоже. После нас здесь очень много, несколько трагедий говорят. Это мы кушаем в 8000 метров. Там у нас ужин. А ужин Мясо ели, омлет ели. Ужин завтра с этой стейка. Поэтому омлет кушаем. Да. Вкусно. 7900, да? Да. Ну, практически 8000. Это уже готовые, подогреваем. Ну, солнышко подготовивается. Не, мы во время еды только снимаем баллоны. А так, вот, вроде как дышится нормально, но организм уже потихоньку короче, да, устает. Ясно. Да. Самое удобное, понимаешь, бывает вообще невозможно кушать получится. Вот это Что мне понравилось? Я даже чуть не умер в 8000. Вот это не
без чуту. Он за нами пошел, и у него отказал кислородный баллон. Он в своем инстаграме написал, что чуть-чуть не умер там. Он, когда шел, не заметил, что кислородный баллон замерз. Это уже возле вершины. Где-то в 5 часов утра. А у меня тоже вот кислородный баллон замерз, все вольну там. Это мой гид пацан. Он вытащил GoPro, а камера тоже замерзла. Я тоже вытащил GoPro, тоже замерз. А это мы акклиматизацию проходим после летопадов. Вот мы уже на вершине, 6 часов утра. Ну это мы уже спускаемся. Нашел вот такой ручей подземный с подземной вода выходит. Энерджи. Тортиком праздновали восхождение. Это Кумашев. Да, это повар Кумашев. Вот он слева стоит. До этого Костя не полетел уже, когда полетел.
the number. Okay. А это я уже в Катманду клуба. Сейчас лечу в Катманду. Самый опасный аэропорт, говорят. Полоса чуть-чуть с уклоном вниз, чтобы там быстрее разгоняться. Службы все начинается тоже. Третий день до базового лагеря, там восхождение. Вниз идешь и разгоняется самолет. Маленькие самолеты тоже каждые 10 минут летают. Очень много людей. Там от Скопы до Катманду где-то 25 минут лететь. И все уже ты там в городе. Вообще Непальцев, говорят, где-то 30 миллионов человек. Очень много.